Поликлиниками мигранты практически не пользуются. Очень мало мигрантов, кто работает здесь, имея разрешение на временное пребывание или вид на жительство. То есть это действительно там 10-15%. Вот, это, как правило, семейные люди с детьми. Да, им доступны поликлиники, и то существуют препоны. Вот, нередко я слышал историю, когда люди имеют все документы, но им создают проволочки бюрократические, существует дискриминация со стороны административного персонала, со стороны врачей. Да, безусловно, это так. Но в целом можно говорить, что основная масса трудовых мигрантов, им поликлиники недоступны. То есть они ходят в коммерческие клиники. Вот. Для патента уже существует требование, что нужно приобретать медицинский полис. Вот. Создавать какие-то дополнительные препоны, чтобы люди приобретали медицинский полис заранее для посещения России, вот, я не знаю, честно говоря, не вижу большого смысла, потому что это этап, это инструмент контроля, это не добавляет качество в медицинское обслуживание самих мигрантов. Я общался с сотрудниками горячей линии для мигрантов при фонде, который занимается этими вопросами. Они говорят, очень много в последнее время поступает звонков. Мы звоним по нашим полисам, то есть там существует список телефонов вот, в коммерческих клиниках, которые являются операторами вот этих дешевых страховок. Да? И они звонят, и по сути им отказывают. Они говорят, звоните по следующему номеру, мы не обслуживаем, да, вот по этим страховкам. То есть, по сути, это как бы такое негласное соглашение. Они платят 2-3 тысячи просто за то, чтобы поставить в галочке списка документов. Вот. А медицинской помощи они так и не получают. Очень часто вот нам говорят в приемных отделениях больниц, да, если к нам попадает мигрант, это, как правило, что-то серьезное. Они с пустяками не обращаются. То есть заболевания запущенные. Если это аппендицит, то это уже в стадии перитонита. Если это гастрит, то это в очень тяжелой запущенной форме. Да, и существует тенденция, и существует психологическая установка у мигрантов, что вот нет, медицина нам недоступна, мы не будем обращаться до последнего. Вот. Да, безусловно, учитывая, что они львиную долю своего заработка отправляют домой, они экономят на всем, и там 1000 рублей – это очень большие деньги для обращения к специалисту. А мигранты действительно в силу того, что их здесь труд очень часто бывает не защищен, вот, отсутствует охрана труда на предприятиях, они часто сталкиваются с проблемой травматизма. То есть вот стройки действительно часто нет оборудования необходимого, да, то есть вот это частая очень проблема. Кроме того, поскольку мигранты живут здесь, часто работая без выходных или имея один выходной в неделю, по 12 часов работают, существуют проблемы, связанные с невралгией. Изучая международную литературу, можно говорить о том, что миграция это является негативный фактор с точки зрения психического здоровья человека. То есть это фактор риска сама по себе миграция. Вот. Но случай, который произошел, да, вот с Гюльчехрой, я бы в наименьшей степени связывал его с миграцией. То есть та же самая ситуация могла бы случиться с любым россиянином. Вот. И то, что этот случай, он действительно выглядел очень драматично, он привлек внимание, но в России существует проблема, например, семейного насилия, да, вот, и не меньшие ужасы, которые происходят дома в семье, погибают женщины, погибают дети, просто это не так медиатизирована проблема, потому что эта проблема уже замылившая глаз во многом. А здесь действительно, когда женщина выходит с отрезанной головой к метро, да, это выглядит эффектно, об этом все говорят, но на самом деле это действительно проблема. Я бы скорее говорил о том, что мигранты, которые живут здесь, у них нет доступа к плановой медицинской помощи. И та же женщина, зная, что она может прикрепиться в поликлинику, вот, сходить на консультацию в психоневрологический диспансер, возможно, она бы обратилась за помощью на более раннем этапе, если бы также не стигматизировалась бы проблема психического здоровья у нас в сообществе. Я был на пресс-конференции Леонида Печатникова, заммэра по социальной политике. Я задавал ему вопрос по поводу здоровья мигрантов. В его ответах я не увидел глубокого уровня компетенции, знания вопроса, во-первых. А с другой стороны, не то чтобы эмпатии, но какого-то желания вообще, в принципе, создавать принимать долгосрочные решения для этой категории москвичей, вот, я не увидел абсолютно. Да? Ну, вот сейчас денег мало, но вот люди приезжают, они знают, на что они едут. Вот, поэтому мне кажется, что политики, да, мигранты, тем более визуальные мигранты из Центральной Азии, да, которые
заметно, что они приехали, что они иностранцы, что они не отсюда, кроме того, живущие бедно, не очень умеющие себя защитить здесь. Вот, это легкая мишень, на которой можно сварить какой-то свой политический супчик, да, вот, и заработать какие-то баллы. Это, ну, собственно, все последние 20 лет новейшей истории России мы это наблюдаем, то сильнее, то проблема российской оккупации в Украине, да, вот оттянула мощности СМИ. Вот, но сегодня эта проблема и вроде бы в Сирии заканчивается вот эта история. Так что, скорее всего, опять снова вернуться к мигрантам. Какие они здесь нежелательные и как они здесь выпили всю воду москвичей.